Наш эфир продолжает Алату Лайв. В студии работает Жолдош Исаков. В этом году наша страна отметит 30-летие со дня принятия первой Конституции. 5 мая 1993 года Верховный Совет Республики Кыргызстан, так тогда называлась наша страна, приняла Конституцию независимого государства. За 3 десятка лет Конституция не единожды менялась, а вместе с ней менялась и наша страна. Последний ее вариант был принят 2 года назад. По данным Центральной избирательной комиссии, тогда за него проголосовали около 80% населения страны. О нынешнем состоянии основного закона страны мы сейчас поговорим с Чынарой Айдарбековой, судьей Конституционного суда. Чынара Аскарбековна, добрый день. Первый вопрос. Расскажите нашим телезрителям, простым гражданам о значимости Конституции. Ну, про Конституцию можно говорить, конечно, очень много. Мы должны сказать о том, что это основной закон нашей страны. И это очень большой плюс, что в нашей стране есть такой основной закон, базовый документ, который очень четко прописывает основы конституционного строя, то есть, что мы являемся республикой, что мы являемся демократическим, суверенным, правовым, социальным государством. Это очень важные такие направления в развитии нашей страны, и именно Конституция, как основной документ, закрепляет эти наши направления. В Конституции очень четко прописаны, какие права гарантируются нашим гражданам, и это тоже очень важно. Почему? Потому что каждый гражданин, который проживает в нашей стране, он должен очень четко знать, какие права у него есть, и, соответственно, государственные органы, органы государственной власти должны четко понимать, что они защищаются, что государственные органы призваны или создаются таким образом, чтобы защищать права и свободы наших граждан. В данном случае Конституция дает такую определенную уверенность нашим гражданам, что есть, скажем, страна, что наша страна имеет очень четкое, скажем, направление развития, и что их права защищаются в этой стране. Именно поэтому Конституция очень важна в нашем государстве. На базе Конституции выстраиваются все сферы законодательства. Если мы возьмем, на базе Конституции очень развивается уголовное законодательство, по которому очень четко прописываются и принимаются такие законы, как Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, гражданские права, Гражданский кодекс. Обычные наши, скажем, взаимоотношения наших граждан по купле-продаже, скажем, недвижимости, земельных участков. Это все регулируется четкими конкретными законами, и они должны четко вытекать из, скажем, принципов Конституции, принципов, которые заложены в самой Конституции. Поэтому значимость Конституции очень высокая, и наши граждане должны понимать, чаще обращаться к Конституции для того, чтобы помогать всем и государственным органам тоже, чтобы принцип, скажем, верховенства Конституции, принципы правового государства начали бы лучше как бы включаться и распространяться на все, скажем, сферы нашей жизни. Вообще ни один закон не должен идти в противоречие с Конституцией. Это главный посыл. Да, это абсолютно правильно. Почему? Потому что в самой Конституции написано, что сам принцип верховенства Конституции, который есть в самой Конституции, говорит о том, что все законы и иные нормативно-правовые акты должны приниматься в четком соответствии с Конституцией. И, соответственно, если вдруг какие-то нормы будут выходить за пределы, скажем, принципов и норм Конституции, то такие нормы должны признаваться неконституционными. И для этого, конечно, есть такой институт, как Конституционный суд. Вот расскажите вкратце о тех функциях, которые возложены на Конституционный суд. Ну, надо сказать о том, что Конституционный суд – это тоже очень важный орган в нашей стране. И его основная функция, вот многие называют его как хранитель Конституции или защитник Конституции. На страже Конституции. Абсолютно правильно. Вот охранник, или, как мы говорим, защитник Конституции предполагает, что вся деятельность Конституционного суда направлена на то, чтобы все принимаемые нормы, да, законы должны соответствовать Конституции, а чтобы эта функция могла работать, конечно, есть полномочия у Конституционного суда, где граждане, сейчас, например, любые граждане, юридические лица, должностные лица государственных органов могут обращаться в Конституционный суд, если они вдруг обнаружат в конкретно принятом законе норму, которая, по их мнению, противоречит Конституции. Это называется норма контроля, это, можно сказать, основная функция
или полномочия Конституционного суда, которые вот, в общем-то, на протяжении многих лет применяется и реализуется Конституционным судом. Но помимо нормы контроля, Конституционный суд может давать различные заключения. Заключения, например, на проект изменений в Конституции. Вот, будучи, когда еще Конституционной палатой, я еще была судьей тогда, мы рассматривали, скажем, законопроект о внесении изменений в Конституцию 2016 года. Вот это тоже с какой целью подается? Для того, чтобы все права, которые заявлены в самой Конституции или должны гарантироваться, не нарушались, да, вносимым новым проектом изменений в Конституции. Чтобы основы конституционного строя, которые, в принципе, уже сложились, принятые Конституцией, не были бы нарушены. Да? То есть с этой точки зрения тоже можно обратиться и получить заключение Конституционного суда на проект изменений в Конституции. Дается заключение еще и на международные договора, где участницей является Кыргызская республика, но до их вступления в силу, то есть до ратификации Жогорку Кеңеши. В этом тоже есть, скажем, такой смысл, что вот все принятые международные договора и соглашения, как вы знаете, мы, в принципе, живем в мире, да, где Кыргызстан является субъектом международного права, где мы активно присоединяемся к различным международным договорам и соглашениям. И у нас есть такой принцип, что национальное законодательство, если, скажем, нормы различаются между нормами международного права, есть принцип приоритета норм международного права. Приоритет уже национального права, да? Нет, международного законодательства. Да? Вот принцип приоритета норм международного права, чтобы не получилось так, что если мы сейчас заключим такой международный договор, и вдруг в нем окажется норма, которая в какой-то мере противоречит Конституции, чтобы мы не были завязаны, скажем, вот этим нашим обязательствам. Именно поэтому Конституционный суд может дать свое заключение, опять-таки, если в том случае, если у некоторых субъектов, да, вот по этому полномочию возникает сомнение в конституционности каких-то норм или положений этого международного договора. Вот. И еще два полномочия, можно сказать, были сейчас предоставлены Конституционному суду Конституции 2021 года. Это разрешать споры о компетенции между органами государственной власти. Вот, к примеру, например, у нас был спор между Жогорку Кеңешем и правительством, вот этот спор, да, но сейчас он... Вопрос разграничения компетенции, да, разрешается этот спор. Ну и последнее полномочие, которое сейчас тоже у нас появилось, это давать заключение о соблюдении процедуры выдвижения обвинения против президента. То есть вот это тоже было полномочие, которое включено в Конституцией 2021 года. Если говорить, вот переходить от общего к частному, к вам обращаются, вы сказали, обычные граждане, обращаются депутаты, чиновники. Вообще, какие вопросы они поднимают, вот в какой сфере, в гражданском праве, в уголовном? Какие обращения, вот, с какими обращениями вы сталкиваетесь чаще всего? Ну, спектр, конечно, обращений очень большой. Почему? Потому что, ну, и сама Конституция, как мы говорим, это такой глобальный документ, который охватывает своими принципами, да, по своей конструкции изложения норм почти все сферы нашей жизни. И поэтому как бы граждане могут обращаться на любой нормативный правовой акт. У нас были случаи, когда граждане оспаривали конкретные там положения правительства, да, там, законы, кодексы. Но сейчас, могу сказать, тенденция такова, что чаще всего к нам обращаются, оспаривая нормы Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса. Вот, как вы знаете, в 2019 году вступили в силу кодексы, которые были приняты. Сейчас новые кодексы 2021 года. И все еще вот не прекращаются, скажем так, обращения граждан по поводу именно этих кодексов. Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, кодекс о правонарушениях, потому что они несли в себе определенные новшества, где должна произойти определенная трансформация, можно сказать, каких-то определенных отношений. То есть был какой-то такой раньше в советском праве подход больше карательный. Как вы знаете,
новые кодексы пытались гуманизировать некоторые моменты, но не все получилось, видимо, так, как хотели наши группа нормотворцев. Видимо, какие-то вещи все равно остаются такими не до конца разрешенными. Эти вопросы возникают, потому что одна из основных функций Конституции — защита прав граждан, и из этого все вытекает. Абсолютно правильно, конечно. Второй раздел Конституции прописывает, какие права и свободы граждан гарантируются самой Конституцией, но вместе с тем он тоже не исчерпывающий перечень. Есть ссылка на то, что если права и свободы, которые не указаны в самой Конституции, но, скажем, предлагаются или прописаны международными договорами, соглашениями, где участницей является Кыргызская республика, они тоже признаются Конституцией и Конституционным судом. Поэтому здесь чаще всего, как вы сказали, когда человек конкретно на практике сталкивается с конкретной нормой закона и понимает, что в какой-то мере эта норма не соответствует гарантированному праву в Конституции, и он, естественно, может обратиться в Конституционный суд. Конституционный суд, надо признать, это специализированный суд. Сюда можно сразу попасть, потому что есть такие страны, в которых люди должны сначала пройти все инстанции и потом уже обратиться в Конституционный суд. Есть такие страны, но у нас такая возможность есть у наших граждан, где они непосредственно, если на примере они сталкиваются с нормой Конституции, могут обратиться сразу в Конституционный суд. И такой вопрос у меня возникает в связи вот с вашей работой. Почему Конституционный суд рассматривает уже действующие законы, почему Конституционный суд не рассмотрел бы уже на стадии законопроекта, пока за него не проголосовал Джигурку Кеңеш и не утвердил президент? В чем вот загвоздка здесь? Почему принята именно такая модель работы? Хороший вопрос, очень многие задаются этими вопросами. Наверное, потому что уже орган конституционного контроля как бы завоевал какое-то определенное доверие в обществе. Были такие попытки в свое время, когда мы были Конституционной палатой, чтобы мы могли рассматривать, как мы говорим, в рамках предварительного контроля еще и законопроекты. Но хочу сказать, что конституционные суды, их функция на самом деле это конституционный контроль уже принятых нормативных правовых актов. И я знаю, есть еще и такие конституционные суды, которые могут, как вы говорите, в рамках предварительного контроля работать. Но вся проблема заключается в том, что когда законопроект до подписания президентом дается Конституционному суду на дачу заключения, Конституционный суд может в целом дать свое заключение, скажем, что этот закон не противоречит Конституции. Но вдруг потом, когда у тех же конституционных судов есть как конкретный, так и предварительный, последующий контроль. Вот в последующем контроле, как мы сказали, человек столкнулся с конкретной нормой закона, да, и он посчитал, что эта норма противоречит Конституции, и может опять подать в Конституционный суд. И Конституционный суд, во всяком случае, как бы практика таких судов мы изучаем и приходим тоже к выводу, они, давая свое заключение, уже связаны своим заключением, и когда идет уже конкретный контроль, как мы говорим, по обращению, скажем, гражданина, то они выйти за рамки своих, скажем, вот этого мнения им очень сложно. Поэтому... То есть здесь столкновение предварительного заключения и последующего? Абсолютно вы правы, абсолютно. Здесь может быть столкновение, и вполне возможно, что без привязки к какой-то конкретной ситуации очень сложно увидеть, насколько, скажем, принятая норма... Нужен прецедент? Абсолютно, абсолютно. То есть в данном случае ситуация у нас такова, что должен быть какой-то конкретный пример, в связи с чем мы можем дать, скажем, свое заключение или свое решение. К примеру, я приведу один момент. К нам в свое время еще обратились правозащитники. Норма была в Уголовном кодексе, она называлась «Заведомо ложный донос», но потом она была переформулирована «Заведомо ложное сообщение о преступлении». И как только эта норма появилась, и она еще не была подписана, закон еще не был подписан президентом, правозащитники как раз принесли этот законопроект, можно сказать, да, не подписанный еще закон к нам. И вот была такая абстрактная ситуация, насколько эта норма может нарушать права журналистов. В дальнейшем? Да, в дальнейшем, да. Конечно, абстракция существует, абстрактный контроль есть, но вместе с тем, как бы давая возможность рассматривать некоторые споры в рамках абстрактного контроля, все-таки наш Конституционный суд придерживается осуществлять только последующий контроль в отношении законов и других нормативных правовых актов. Иначе, опять-таки, посмотрите, Конституционный суд может просто захлебнуться таким количеством законов, которые еще не подписаны
вице-президентом, и это тоже, наверное, все-таки функция больше Министерства юстиции, самого парламента осуществлять эту правовую экспертизу. Вообще Конституционный суд сам может инициировать рассмотрение законов на соответствие Конституции? Нет, это тоже важный вопрос, на который тоже, может быть, я могу дать объяснение. Дело в том, что Конституционный суд – это суд. У него нет своей инициативы, по своей инициативе рассматривать. Такой инициативный контроль или надзор возможен был, если вы помните, в советское время, когда суд мог, в принципе, взять любое дело, скажем, посмотреть и по нему принять решение. Суд – это все-таки такой орган, который работает только если к нему принесут обращение. Поэтому даже если мы видим в каких-то законах возможное несоответствие, мы не можем проявить инициативу, потому что мы являемся судом, а суд по своей природе работает только в том случае, если к нему обращаются. Как устроена работа Конституционного суда? Как это технически происходит? Человек, гражданин, любой гражданин Кыргызской республики видит, что прецедент возник, он чувствует, что этот прецедент нарушает его законные и конституционные права. Он обращается напрямую к вам, как это происходит, как вы принимаете заявление, обращение в данном случае? Очень хороший вопрос. Хочу сказать, что у нас уже на протяжении 8-9 лет, как работает с 2010 года, да, еще Конституцию взять, Конституционный суд, как суд начал у нас работать с 2013 года, когда состав сформировался. Хочу сказать, что нами была предпринята определенная попытка, чтобы популяризировать, чтобы как можно больше людей могли понимать, что есть такой правозащитный механизм, как Конституционный суд. Человек имеет право обратиться на защиту своих прав. Он может обратиться. В данном случае человек, если у него возникло такое сомнение, может прийти проконсультироваться у нас в Конституционном суде. У нас все время работает такая приемная граждан. Каким образом он мог бы обратиться? То есть у нас есть и образцы, как можно обратиться в Конституционный суд. Но хочу обратить ваше внимание, что это очень непросто обратиться в Конституционный суд, потому что мы рассматриваем все вопросы в рамках права. Да? То есть нам надо четко доказать, что эта норма закона действительно противоречит конкретной норме Конституции. Иначе, если нет этого сомнения в конституционности, который он должен описать чисто в правовом смысле грамотно, да, то он, конечно, не сможет попасть в Конституционный суд. Вот это слово «допустимость конституционной жалобы в Конституционном суде» является ключевой роль. А почему это все-таки тоже важно, да? Потому что все-таки есть такой принцип презумпции конституционности всех нормативных правовых актов. Что это предполагает? То есть это предполагает, что все законы и принимаемые, скажем, акты нормативного характера госорганов изначально имеют, скажем, они конституционные. До тех пор, пока не будет доказано обратное. Как, например, то же самое принцип презумпции невиновности. Да? Человек невиновен до тех пор, пока не будет вынесен вердикт, что он виновен. Суда. Точно так же нужно будет доказать, что эта норма действительно имеет сомнение в конституционности. И если этого сомнения нет, то Конституционный суд не будет рассматривать. А на кого возлагается эта обязанность доказать обратное? Это, конечно же, обращающаяся сторона. Те, кто обращается, они должны будут это изложить. Да, обязательно. Человек должен будет к нам обратиться. Сейчас можно будет прийти, принести это обращение к нам в Конституционный суд. У нас, как я уже сказала, есть приемная. Можно отправить по почте. Мы сейчас работаем над тем, чтобы такие обращения были бы и через онлайн, конечно. Но это часть нашей работы. Дальше это обращение попадает к нам в аппарат. Аппарат может посмотреть, увидеть, действительно ли обращение имеет какое-то хотя бы сходство этого обращения. Если оно написано просто в эмоциях, у нас есть такие граждане, которые могут просто написать. Вот я считаю, что этот закон нарушает мои права. Вот, да? Например, буквально, если он так написал. Если он таким образом написал, то у нас создается как бы коллегия из 3 судей. Председатель создает такую коллегию, и коллегия выносит свое определение о том, что оно не соответствует требованиям, скажем, обращения, и мы отказываем. Отказов, конечно, много, но я хочу сказать, что это тоже специфика Конституционного суда. И, скажем, в процентном соотношении, если сейчас, по-моему, это было где-то около 30-35%, мы все-таки принимаем обращение. Это довольно-таки высокий процент для Конституционного суда. Каждое третье заявление? Да, почти получается, принимается. Но вместе с тем хочу сказать, что
Это вполне возможно, если человеку отказано один раз, потому что в определении, скажем, коллегии судей очень четко написано, чего не хватает человеку, чтобы оно было допустимым. Если человек исправляет и может подавать бесконечное количество раз. У нас был случай, когда один гражданин обратился в 5-й раз, каждый раз улучшая свое обращение, и на 5-й раз он все-таки попал. Мы его приняли к производству. А вообще, сколько вот за ваше время, вот вашей деятельности в Конституционном суде дело доходило вот до того, что этот закон как-то изменялся или что-то с ним происходило? Ну, я могу вам сказать, что в наших решениях, которые принимаются Конституционным судом, где-то около 25-30% мы признаем норму неконституционной. Если взять последствия принятого решения, то надо сказать таким образом. Если норма признается неконституционной полностью, эта норма уже не должна применяться ни судами, ни одним государственным органом. Можно считать, что ее нет в правовом пространстве. Вы ее как бы аннулируете? Мы ее аннулируем, да. Но бывают такие случаи, когда вот есть все-таки нормы мы признали неконституционной, ее нет, но в то же время должны быть какие-то переходные положения быть, да, пока законодатель вместо этой нормы не примет новую норму, которая будет соответствовать закону. В этом случае как раз-таки в законе прописано, что действует сама Конституция и решение Конституционного суда, которое очень четко прописывает, как нужно будет вот этот переходный период преодолеть. Поэтому... Как происходит дальше? Вот эту норму вы признаете неконституционной, она отправляется законодателем? Да, абсолютно. Снова для проработки. Да, это опять-таки зависит, какой орган принимает тот нормативный правовой акт, который мы признаем неконституционным, или норму этого нормативного правового акта. Если это положение, которое утверждалось постановлением правительства, то правительство начинает, в общем-то, работать над своей ошибкой, можно сказать. Да? И если закон, то это законодательный орган. Бывают такие случаи, когда мы можем не признавать норму неконституционной, но в то же время мы четко прописываем законодателю, что вот в этой части мы как бы выявили несоответствие, и это несоответствие надо устранить. Вот в этом случае, получается, у нас в законе четко написано, что исполнительным органом является Кабинет министров. Кабинет министров должен будет создать законопроект на основе нашего решения и уже его вносить в парламент. И парламент должен будет рассматривать этот закон в внеочередном порядке. Его не нужно будет даже опубликовывать для обсуждения. Ну, в чтениях и так далее, Нет, да, он сразу может быть принят в 3 чтениях. Поэтому вот такая более упрощенная процедура принятия законопроектов, которые вытекают из решений Конституционного суда. И закон принимается, и, соответственно, скажем, вот это место, где оно в какой-то мере, как мы говорим, остается, скажем, пустым, да, не отрегулированным, оно должно быть заполнено уже со стороны нормотворческого органа. Пока, но вы сказали, пока вот во время этого отсутствия действуют нормы Конституции и, вот, и ваше решение. Да, абсолютно. И в завершении можете вкратце нам рассказать, вот вы остановились на теме споров о компетенции, вот, и какой спор вы рассматривали вот, из самых ярких, который вот, вставал между ветвями власти? Ну, я могу сказать, что это был, наверное, один из самых ярких таких кейсов, как мы говорим, или дел, когда правительство обратилось в Конституционный суд по поводу закона о республиканском бюджете. Если я помню, по-моему, с 15-16 или 14-15, да, вот закон о республиканском бюджете. В этом законе появилась норма, которая говорила о том, что, в принципе, сам закон о республиканском бюджете, как бы мы можем просто сказать нашим гражданам, это цифры, да, которые очень четко как бы предписываются для использования доходы, расходы. Но есть, конечно, есть понятие бюджет развития. Бюджет развития, который вполне потом мог из, скажем, утвержденные цифры правительство могло уже само определить, какую часть этих сумм они могли бы потратить на капитальное строительство. И получилось таким образом, после принятия, скажем, самого бюджета, в законе о республиканском бюджете, появилась такая норма, что сам бюджет развития должен будет реализовываться
после согласования с профильным комитетом Джоур Кенеша. То есть после принятия закона еще и, вот, скажем, бюджет развития должен каждый раз согласовываться с профильным комитетом, то бишь с комитетом по бюджету и финансам. Хотя уже он принят. Хотя он был принят, да. И вот тогда госпожа Лаврова у нас была министром финансов, и она очень четко объяснила нам ситуацию таким образом. Когда депутаты или члены профильного комитета, как правило, все выходцы из разных наших регионов, они каждый пытается, чтобы в своем регионе появилась школа, появилось еще одно капитальное строительство. То есть направить финансовые средства в свой родной край. Да, вот, то есть само получить согласование по распределению бюджета развития стало очень проблематичным для самого правительства. Тогда, как они говорят, у нас есть первый год, скажем, несколько этапов строительства тех же школ в каких-то регионах, и они, к сожалению, вставали, потому что деньги уходили в другую часть. И, как они сказали, мы превратились в страну котлованов просто. Мы начинаем там, здесь, и, в принципе, мы никаким образом не можем закончить начатые объекты. Мы посмотрели этот спор, и действительно мы пришли к выводу, что фактически функция парламента принять закон. А его исполнение – это функция исполнительного органа власти. И в данном случае, если закон уже был принят, потом уже возвращаться к исполненному закону опять за согласованием в правительство, в парламент, оно считается таким чистейшим вмешательством в компетенцию исполнительной ветви власти. Именно поэтому эту норму закона о республиканском бюджете мы признали неконституционной и таким образом разделили. То есть у исполнительной ветви власти тоже должна быть своя компетенция, дискреция, как мы говорим, усмотрение, как исполнить. Таким Вместе образом, с тем они получают еще и ответственность за бюджет. Абсолютно. То есть они должны и отчитаться по исполненному бюджету. То есть вот этот механизм в любом случае существует, а то, что, скажем, согласование с профильным комитетом, оно уже бы выходило за пределы, можно сказать, вот этого усмотрения. Поэтому вот этот такой яркий был пример, который мы рассмотрели и, в общем-то, вот приняли такое решение. Да. Спасибо за ваши ответы. Чинара Аскарбековна, еще раз напомним нашим телезрителям, в этом году страна отметит 30-летие со дня принятия первой Конституции. 5 мая 1993 года Верховный Совет Республики Кыргызстан, как тогда называлась наша страна, приняла Конституцию независимого государства. За 3 десятка лет, мы знаем, Конституция не единожды менялась, а вместе с ней менялась и наша страна. Последний ее вариант был принят 2 года назад, кстати, 5 мая, тот же в этот же день, по данным Центральной избирательной комиссии. И тогда за него проголосовали около 80% населения страны. О нынешней своей работе нам рассказала Чинара Айдарбекова, судья Конституционного суда. Мы благодарим вас за ваши ответы. И еще раз напоминаем, что в случае возникновения каких-то прецедентов, вопросов, вы напрямую, как гражданин Кыргызской республики, права которого защищены Конституцией, можете обращаться в Конституционный суд. Спасибо за внимание и увидимся.